Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы ў жывым эфіры. Я Александра Данько. Зарэгістраваць усіх без выключэння і мяне і бабарыку гэта адзін спосаб для Лукашэнкі захаваць твар і паказаць, што ён не баіцца. Так лічыць Валер Цапкала, ўсё яшчэ ўдзельнік прэзідэнцкай гонкі ў Беларусі. Былому кіраўніку ПВТ цэнтральная выбарчая камісія залічыла 75 тысяч сапраўдных подпісаў. Гэта пакуль не пакідае Валеру Цапкалу шансаў быць зарэгістраваным кандыдатам у прэзідэнты. Але прэтэндэнт яшчэ спрабуе вырашыць гэта юрыдычным чынам. Валер Цапкала, добрый день. У жывым эфире радыё Свобода. Спадар Валер, покажите, что вы нас бачите и чуете. Добрый вечер, да, слышу, все хорошо. І пакідайце свае пытанні да нашага госця ў каментарах. Мы пастараліся прысутнічаць ва ўсіх сацыяльных сетках, чакаем вас там. А мы разам з маім Алесем, калегам Алесем Пілецкім. Алесь Пілецкі, таксама скажы, што ты тут з намі. Так, я тут з вами таксама. Прывітанне Александра, прывітанне спадар Валер. Прывітанне, Алесь. Будем задаваць свае пытанні, будем старацца таксама лавіць вашыя самыя цікавыя, самыя сэнсоўныя пытанні. Я тады пачну. Вельмі няпроста развіваецца гэтая выбарчая кампанія і, напэўна, з вас яна, можа быць, спадар Валеры, пачалася, калі вы так досыць нечаканы былі кандыдат, абвясцілі пра тое, што будзеце ўдзельнічаць. А вот скажыце, вы ўсё ж такі жывы чалавек, вот няўжо вы за ўвесь гэты час ні разу не пашкадавалі пра тое, што пагадзіліся ў гэтым усім удзельнічаць? Вот я не паверу, калі вы скажаце, што не пашкадавалі, ну, праўда, не буду вам верыць. Вы скажыце, у які момант стала шкада? Навошта я ў гэта ўсё увязаўся? Ну да, наверное, то есть я, может быть, и не ожидал о том, что это будет именно таким образом происходить, потому что, как где-то в каком-то анекдоте было, я говорю, вот никогда так не было, и вдруг опять. Это, по-моему, или кто-то, Черномырдин говорил, что ли. Вот. На самом деле, конечно, основная цель, с которой мы пошли в этой кампании, это показать новый возможный образ Беларуси, новый образ того, что у нас может быть на самом деле, какая может быть наша страна, что она может быть демократичной, что она может свободной, она может быть развитой, где люди будут много зарабатывать. И независимо от результатов этой кампании, я думаю, что нам все-таки удастся показать обществу о том, что у нас есть альтернативы для развития, и что тот путь, который мы двигались 25 лет, это не единственный возможный вариант для нашего народа. Дык за гэтыя 2 месяцы Беларусь показала себе як демократичная краина? Но руководство, конечно, не показывает себя как демократическая страна, но, тем не менее, мы увидели активность гражданского общества, которая очень-очень необычно оказалась, наверное, и для власти, во многом и для самих белорусов, и самое главное для международного сообщества, которое вдруг увидело, что белорусы не такие забитые, Тёмин сам белый вуз, под лбом синяки, а что белорусы могут быть нормальными, творческими, активными и могут отстаивать свою позицию. Олесь? Так, долучаюся. Вось Александра сказала, што гэтая прэзідэнцкая кампанія выбарчая, напэўна, пачалася з вашай заявы пра яе ўдзел, і шмат каго яна здзівіла, мяне таксама яна здзівіла. А вось што мяне здзівіла ў вашай кампаніі яшчэ раз даволі моцна, гэта фотаздымак з лініі Сталіна 3 ліпеня. Неяк складана ўвязаць віншаванне з лініі Сталіна з Днём Незалежнасці з вашым вобразам стваральніка парка высокіх тэхналогій. Вось в соцсетках, не ведаю, ці вы бачылі, вас нават не сталіністам пачалі называць. У мяне такое пытанне, чаму вы вырашылі такім чынам павіншаваць беларусаў менавіта ў такім неадназначным месцы? Ну, вы знаете, на самом деле, что линия Сталина, она на самом деле разрабатывалась не Сталиным, она разрабатывалась еще Троцким, когда, в принципе, сформировался фронт между социалистической Россией и тогда Западом, то есть Польшей, конечно, прежде всего, которая финансировалась западными странами. Поэтому это является просто историческим неким рубежом, и там несколько севернее, в районе Полоцка, там, кстати, очень сильный оборонительный рубеж стоял, где впервые советским войскам удавалось остановить фашистскую Германию. Но я думаю, что ни для кого не является секрет, что Вторая мировая война и Великая Отечественная война – это
являлась священная война и для нашего народа, и для белорусского народа, который больше всего в ней пострадал. Поэтому если говорить о каких-то военных действиях, то я абсолютно убежден в том, что советская армия и русский народ, он сыграл очень значительную роль в том, что сегодня представляет собой современная Беларусь, в том, что мы вообще имеем право на существование как независимая нация, как независимая страна. И я думаю, что это, в общем-то, не знаю, у кого могут быть какие-то другие мнения в отношении этого. Потому как останься здесь фашизм, останься здесь гитлеровская Германия, неизвестно, что было бы с нашим народом. А планы, кстати, эти были хорошо известны. Немцы, как известно, шли не только с книжечкой «Майн Кампф», вернее, с «Майн Кампфом» и стишками Шопенгауэра, но они шли и с тем, как надо вести народное хозяйство. Кто-то хотел здесь фермы создавать, кто-то хотел создавать здесь поляну. В основном они все ориентировались на то, что приедут здесь немцы и будут развивать здесь фермерское хозяйство. Поэтому где были бы белорусы сейчас, не знаю, в Латинской Америке или где-то в другом месте, вот, или работали бы на фермах на немецких, и это абсолютно мое глубокое убеждение в том, что роль советского народа, роль нашего народа во Второй мировой войне, она, в общем, сыграла для Белоруссии и для других народов СССР, она сыграла важную роль, и она показала единство вообще всех народов Советского Союза, когда они встали перед лицом такого врага, который, в общем-то, мир еще не видывал, бесчеловечного, который считал нас вообще недочеловеками, считал нас недолюдьми. Вот, поэтому я не понимаю, почему здесь могут быть вообще вопросы какие бы то ни было. А я вот працягну пытанне Алеся, бо ён кажа, што ледзьве не сталіністам, але называюць сталіністам. Вот знайшла ў Фейсбуку такую цытату: «Цапкала ад прасунутага тэхнакрата на працягу месяца ператварыўся ў заімшэлага рускамірца сталініста». Гэта піша палітолог, паважаны палітолог Павел Вусаў, якраз такі пасля вашага віншавання на 3 ліпеня на лініі Сталіна. Вот вы бачыце, за 2 месяцы людзі ад такога памяркоўнага стаўлення да вас перайшлі да досыць радыкальнага. Як вы ставіцеся да такіх меркаванняў? Ці лічыце, што вы зрабілі нейкія памылкі у сваёй кампаніі, якія маглі людзей вот падштурхнуць да такой думкі, да такіх высноваў? Не, ну комментировать такого рода высказывания это просто смешно. Я нигде не говорил в отношении того, что я выступаю за тоталитаризм, я выступаю за сталинизм, за какие-то гулаги, за другие, в общем, за репрессии, за подавление инициативы людей. То есть я не знаю, на каком вообще основании может базироваться такие утверждения. То есть мне это вообще-то совершенно непонятно. А то, что я выступил с речью, идея как раз заключалась в том, что если сравнить современную белорусскую экономическую систему и даже советскую систему, которая не отличалась инновационностью, которая не отличалась креативностью, то она все равно была значительно более демократичной, чем нынешняя система управления производством в Республике Беларусь. Я это привел пример Кошкина, который не получил одобрения на танк Т-34 со стороны Государственной комиссии в Москве, который, тем не менее, начал его разрабатывать без выделения финансирования, потом сделал танк, а потом на этом танке доехал до Москвы. То есть я думаю, что в нашем случае его 3 раза посадили бы в тюрьму за расходование бюджетных средств без разрешения Государственной военной комиссии. Поэтому здесь в данном случае я ни в коей мере не расхваливаю советскую экономическую систему, я ее выступал всегда критиком. Я считаю, что должна быть рыночная экономика, свободное предпринимательство, где бизнесмен будет стоять во главе угла общества, где будет он уважаемый человек, а не будет криминализован. И вы ни в одних моих выступлениях абсолютно не найдете никакого фимиама, я не курил для системы, которая у нас сложилась в Беларуси, основанная на государственном управлении, на вертикали, как раз говорил о горизонтали управления. Поэтому что мне комментировать? Пусть человек, который об этом говорит, пусть хоть одну фразу, хоть одно слово приведет, где я бы выступал за сталинизм или за тоталитаризм.
Дякую, спадар Валер. Давайте Алесю дамо магчымасць задаць пытанне і пяройдзем да пытанняў нашых гледачоў і слухачоў. Там вельмі шмат проста канкрэтных да вас прапановаў, заўвагаў і канкрэтных запытанняў. Алесь? Так, у мяне пытанне пра тыя масавыя затрыманні, якія працягваюцца ўжо, напэўна, з канца траўня ў Беларусі, затрыманне актывістаў, удзельнікаў выбарчых пікетаў, людзей, якія проста прыходзілі падпісваць подпісы. Некалькі сотняў людзей былі затрыманыя за гэты час. Вось і у апошнія дні гэтыя затрыманні працягваюцца. Ведаем пра крымінальныя справы, пра мноства адміністратыўных спраў. Ці нейкім чынам ваш штаб адсочвае гэту сітуацыю, ці дапамагаеце вы, магчыма, актывістам, якія атрымліваюць штрафы альбо трапляюць на суткі, звычайным людзям, вашым выбаршчыкам, магчыма, ваши удзельнікі нават вашых пікетаў таксама былі затрыманыя? Ну, это, естественно, то, что происходит, это вообще не вписывается на самом деле ни в какие рамки. То, что люди, которые стоят в очередях купить какую-то маечку там или просто когда формируются цепи солидарности, что они оказываются задержанными, потому что это мирный процесс. Мирный процесс гарантирован для наших граждан, мирное выражение своего мнения, оно гарантировано Всеобщей декларацией прав человека, оно гарантировано Конституцией Республики Беларусь. Всеобщая декларация прав человека мы ее ратифицировали, мы взяли на себя обязательство соблюдать права граждан на проведение мирных демонстраций, пикетов и прочих вещей. Поэтому, конечно, это никак не соотносится с нашим законодательством, это никак не соотносится с международной правоохранительной практикой. То есть понятно, что во многих странах мира тоже происходит иногда столкновение с полицией, но там мы видим это в случае, если демонстранты бьют стекла, грабят магазины, забирают оттуда телевизоры, режут или поджигают или взрывают машины. У нас ничего такого и близко не было, поэтому естественно, что такое действие властей, оно является абсолютно недопустимым ни для одной страны, которая находится на европейском континенте. Что касается задержаний наших именно активистов, то есть на пикетах или на штабах, то, естественно, то есть этого не происходило. Естественно, если бы такое произошло, то мы бы, конечно, оказывали бы всяческую помощь и юридическую, и правовую тем людям, которые бы оказались задержанными, если бы они были из состава нашей инициативной группы. Дякую, спадар Валер. Вот маё такое назіранне. Часта размаўлялі з прэтэндэнтамі ў кандыдаты. Яны, людзі заўважаюць таксама, што шмат гавораць прыгожых словаў, ну, як там па-простаму сказаць, агітуюць за шчасце, але пры гэтым не заўжды гатовы адказваць на канкрэтныя пытанні. Людзі іх задаюць. Вось, напрыклад, у вас пытаюцца, як вы збіраецеся мяняць жыллёвую палітыку ў дачыненні да маладых людзей? Калі уявіць, што вы вот ужо на пасадзе прэзідэнта, альбо як вы уяўляеце, якая мусіць быць жыллёвая палітыка ў дачыненні да маладых людзей? Ну, мне кажется, что для всех людей должна быть одинаковая жилищная политика. Дело в том, что у нас работает система, традиционная советская система, когда я должен был длительное время работать для того, чтобы быть в состоянии приобрести себе квартиру. У нас работал так называемый эффект отложенного удовольствия. Я считаю, что у нас должно быть невысокие ставки процентные на покупку жилья, то есть в Америке это называется mortgage, то есть когда процент по кредитам составляет максимум 1-2% годовых, а государство в свою очередь выигрывает от того, что идет активное жилищное строительство. Люди, когда понимают о том, что проценты невысокие по займам, которые они берут в банках, они активнее начинают строиться и развивается, и все это подтягивает активно строительный комплекс. Это дает работу строителям, это дает работу тем предприятиям, которые производят строительные материалы, изделия, конструкции. И таким образом это способствовать будет развитию вообще экономики Республики Беларусь. Поэтому наша жилищная политика – это первое, что должно быть. И второе, что должно быть, это мы должны быть ориентированы на высокие зарплаты, то есть то, о чем мы и говорим. Тогда не понадобится какой-то специальной, может быть,
исключительно для молодежи жилищной политики. Мы делали парк высоких технологий. Средняя зарплата составляет сейчас, по-моему, $200. Это является нормальная, достойная зарплата. И это не должно быть так, что это только существует в одном отдельно взятом секторе. Если мы посмотрим структуру экономики Австрии, Израиля, Соединенных Штатов Америки, Швеции или Голландии, мы увидим, что айтишник это является такая же нормальная профессия, уважаемая, как и все другие, как, естественно, научные специальности, как инженеры в области механики, врачи, микробиологи и прочие профессии. Поэтому давайте мы все-таки будем сделать ставки на высокие зарплаты, давайте мы обеспечим людям хорошую работу, привлечем сюда инвестиции, и у них будут деньги для того, чтобы строить себе жилье. Ну а ставка финансирования по жилищным кредитам, она так, как и везде в мире, она должна быть значительно, подчеркиваю, меньше, чем ставка на потребительское кредитование. Если вы хотите себе купить там холодильник, телевизор, магнитофон и машину, и еще какие-то вещи, на жилье должно быть принципиально более низкая ставка. А вось яшчэ пытаюцца, якая у вас стратэгія развіцця і мадэрнізацыі прамысловых прадпрыемстваў? У нас шмат людзей працуюць на вялікіх прадпрыемствах, атрымліваюць невялікія заробкі, іх адпраўляюць у адпачынкі за свой кошт. Часам бывае такое. Ёсць, канешне, тыя, якія добра працуюць. Што будзеце з імі рабіць? Што лічыце зрабіць? Ну, в любом случае мы сейчас видим о том, что дотаций со стороны России ждать не приходится. Россия каждый год давала Беларуси в виде косвенного субсидирования достаточно большие деньги. В некоторые годы там и до 10 миллиардов доходило, но так, в принципе, где-то около 3-4 миллиардов мы получали со стороны России в виде серьезных скидок на энергоносители, которые мы могли перерабатывать и продавать уже по мировым ценам на Запад. Сейчас этот период закончился, но для предприятий нужны инвестиции. То есть они до этого получали государственную помощь на то, чтобы хоть каким-то образом оставаться конкурентоспособным. Сейчас нужны инвестиции. Инвестиции, они могут быть только посредством реструктуризации и привлечения частного капитала, как со стороны профессиональных инвесторов, так и со стороны частных инвесторов, привлечения капитала в уставные доли этих предприятий. Так, как это происходит и в России, так как это происходит в Европе, это является нормальная практика. И, кстати, в этом случае, если мы начнем акции часть отдавать профессиональным инвесторам предприятий, то у нас будет снижаться и ставка банковского процента значительно, потому что сегодня, если компания, если предприятию МАЗ нужны какие-то деньги, он идет в банк огромные кредиты, то есть стоимость кредитов, она очень-очень высока, и беря под 17% годовых у банка денег, предприятие становится неконкурентоспособным, потому что стоимость денег для белорусских компаний, она значительно более дорогая, чем для компаний, которые находятся в Западной Европе, в Америке или в Азии. Но привлечение реструктуризации, я могу просто два примера привести. Это КАМАЗ в России, который 15% акций продал Mercedes-Benz, и в результате сейчас КАМАЗ за 5 лет, за 7 лет стал гораздо лучшим предприятием, чем МАЗ. Хотя МАЗ был лучше, чем КАМАЗ, намного лучше и намного конкурентоспособнее. Но привлечение профессиональных инвесторов в КАМАЗ дало толчок к росту его конкурентоспособности. Сейчас это уже почти что отвечающая международным стандартам машина. Ну и если говорить о Шкоде, Шкода это было предприятие, которое было чуть похуже, чем Лада, но сегодня Шкода это 12 миллиардов долларов выручки, это 1 миллиард долларов прибыль, это 38 тысяч не новых рабочих мест, а рабочих мест, людей, которые работают на этом предприятии, это 1500 евро заработная плата, средняя у рабочих, это абсолютно другие условия труда, и всем хорошо, и это по-прежнему остается чешским предприятием, это чешским брендом, чешской компанией, то есть несмотря на то, что основным инвестором сегодня там является Volkswagen. Поэтому я думаю, что для наших людей самое главное ведь что? Чтобы было хорошее условие труда, чтобы были высокие зарплаты, чтобы было к тебе
нормальное уважительное отношение со стороны начальства, чтобы предприятие развивалось и создавало новые рабочие места, и чтобы, наконец-то, бренд все-таки начинал ассоциироваться с чем-то высококачественным, высокотехнологичным, потому как стоимость бренда – это в том числе и стоимость страны. То есть если мы говорим Mercedes, BMW, Volkswagen и так далее, это придает не только больше стоимости самим этим предприятиям, когда они хорошо звучат, это дает другим производствам, где говорят, что сделано в Германии, это значит круто, это значит качественно, и ты покупаешь какой-нибудь прибор, не зная даже его характеристик, но то, что он сделан в Германии, это дает это знак качества. И стране это тоже дает дополнительный знак качества. Дзякуй вялікі, спадар Валер. Вот вельмі проста сфармуляванае пытанне, але яго часта задаюць. Валер Цапкала, ваш настрой на Россию ці на Европу? Это пытанне ад чалавека, да. Мой настрой на Беларусь, и я считаю, что дружить надо со всеми выстраивать хорошие дружественные отношения, и с Россией, с которой у нас испортились отношения в последнее время, и с Западной Европой, которая у нас испортились с 1995 года, и с Соединенными Штатами Америки, где у нас примерно в 1996 году испортились отношения, и с другими странами, с Японией, с Канадой и прочими странами, потому как Россия для нас это исторически наш союзник, это исторически наш партнер, мы, естественно, обречены жить с ними вместе, и мы будем жить вместе, мы не сможем сесть на лодку и уплыть куда-нибудь в Средиземноморье, где, может быть, климат получше или там море есть. Вот. Мы будем находиться там, где мы находимся, там, где есть Республика Беларусь, это значит вместе и рядом с Россией. Но у нас есть и границы сегодня с Евросоюзом, все-таки 3 страны и с Евросоюзом, с которыми мы граничим. Нам надо обязательно выстраивать хорошие отношения с странами Западной Европы, не только даже с Евросоюзом, но и в принципе со всеми странами Западной Европы, с Соединенными Штатами Америки, которые являются и источником финансирования, и источником новых знаний, и источником новых технологий, и много еще чем, что мы можем чему поучиться и что мы можем от них взять. Спадар Валер, я яшчэ вырву ад Алеся час, таму што хачу ўсё ж такі ўдакладніць ад сябе гэтае пытанне. Вот вы унікаеце дакладнага адказу на яго, якія стасункі з Расіяй мусіць мець Беларусь. Часта вам яго задаюць, але вы дыпламатычна сыходзіце. Вот вы адкажыце, як вы іх бачыце? Гэта аб'яднанне ў адну дзяржаву? Гэта аб'яднанне на кшталт еўразвязу? Ці трэба ўсталяваць мяжу і мець роўнапраўныя стасункі, як Беларусь мае з іншымі краінамі, там Літвой, Польшай, Украінай? Ці, можа быць, у вас ёсць яшчэ адзін нейкі варыянт? Вот скажыце ўжо канкрэтна. Нет, я считаю, что нам естественно, мы не должны объединяться в одну страну. Беларусь – это независимая страна, это абсолютно мое убеждение. Вот. Но границу, я считаю, нам с Россией тоже не нужно. Зачем, если в Европе снимают границы, все границы вообще постепенно уходят? Зачем нам ограничиваться от России границами? Не факт, что у нас эти границы снимут с Евросоюзом, они все равно как были, так и есть. Но надо добиваться, конечно, того, чтобы у нас был, если даже и визовый режим, то есть я, кстати, может быть, и ничего плохого даже в этом и не вижу, но если это визовый режим, чтобы визы были так, как, скажем, сегодня или там до недавнего времени существовали на Украине, где виза в Европу выдавалась бы, скажем, на 5 или на 10 лет, виза в Соединенные Штаты выдавалась бы на 10 лет. То есть если это будет условие получения виз, то мне кажется, что это будет абсолютно нормальным для граждан Республики Беларусь. Причем нам самим надо делать, если мы говорим о визе, чтобы получать в онлайне, чтобы те же европейцы могли, заполнив простую формочку, получить визу, как это сегодня имеет место и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Корее, и в Сингапуре, и во многих других, в Австралии, по-моему, в Новой Зеландии, во многих других странах мира, когда просто выдается тебе онлайн-виза. И мне кажется, что и европейцы должны тоже переходить на современные формы выдачи виз, если они действительно к этому переходят, для граждан Республики Беларусь. Это является нормально, но я еще раз подчеркиваю, что политика максимального нейтралитета, максимальной удаленности,
она будет служить интересам Республики Беларусь. И даже если у нас и существуют какие-то особые отношения с Россией, то эти же особые отношения, я работал в советском посольстве в Финляндии, у нас особые отношения существовали с Финляндией, или в Финляндии существовали особые с Советским Союзом, был договор о дружбе и сотрудничестве и взаимопомощи. Тем не менее, это не мешало Финляндии проводить нормальную многовекторную политику, и более того, ей удалось в 1975 году на своей территории провести Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, где были зафиксированы границы европейские, где было очень 4 прекрасные корзины сотрудничества между СССР и странами Европы в области экономики, в области политики, в области гуманитарного сотрудничества. То есть я просто к чему это говорю? К тому, что Финляндия, имея особые отношения с Советским Союзом, она проводила нормальную многовекторную политику. И мне кажется, что на определенном этапе нашего экономического и политического развития этот опыт можно изучить, и он может оказаться ценным для нашей страны. Я думаю, што ў Алеся ёсць чаму дакладніць яшчэ больш гэтае пытанне. Так, я тут гляджу пытанні, якія нам гледачы стрыма дасылаюць. Зноў канкрэтнае пытанне пра адносіны Беларусі і Расіі. Спадар Валер, што нам рабіць з саюзнай дамовай 99-го года, на вашу думку? Яе трэба выконваць ці адмовіцца ад яе? Я думаю, что надо просто садиться за стол переговоров, надо посмотреть, в каких условиях она была заключена. Там есть вещи, которые в принципе не работают, они не могут работать. Это договор о единой валюте. Это никак не может работать, потому что Беларусь импортирует энергоресурсы, а Россия экспортирует энергоресурсы. И поэтому если сигнал с внешнего рынка идет о том, что энергоресурсы растут в цене, это укрепляет российский рубль и ослабляет белорусский, и наоборот. И то же самое, допустим, положение о едином межгосударственном суде, оно тоже не будет работать, потому что суд — это все-таки не абстрактное некое понятие, там его представляют или в нем заседают конкретные вполне люди, конкретные судьи, и эти судьи, они имеют определенную конкретную национальность. И вот то, что ситуация произошла сейчас с Белгазпромбанком, представьте, что если там будет сидеть 2 российских судьи, 1 белорусский, они примут, наверное, решение в пользу российской стороны. Если там будут сидеть 2 белорусских и 1 российский, скорее всего, они примут решение, скажут, что аквизиция была проведена правильно, и то, что Беларусь, имея 1% в акционерном капитале этого банка, значит, полностью посадила там свое руководство, не советуясь с 99% российского капитала, это тоже было сделано правильно. Поэтому как это будет работать система, это абсолютно непонятно. Я думаю, что надо просто сесть и с нашими российскими партнерами пройтись по тем положениям союзного договора, которые хорошие, у нас много хорошего есть, это и возможность трудоустройства в странах России и Беларуси, соответственно, без каких-то специальных разрешений, получение медицинской помощи, возможность поступать в вузы, много еще чего хорошего, я уже там сейчас не буду перечислять. Вот, поэтому мы не должны, естественно, выбрасывать, как говорится, ребенка вместе с грязной водой. То есть если у нас что-то есть, что нас не устраивает, мы должны просто объяснить нашим российским партнерам, что нас не устраивает. У них, наверное, тоже есть вещи, там, те положения, которые не устраивают, как это работает в Союзе России и Беларуси. Поэтому здесь мы должны понимать еще о том, что это при других совершенно исторических обстоятельствах этот договор был подписан, поэтому надо просто сесть за столом переговоров и решить, как это будет работать в будущем. Поверьте, в этом случае, если это будет устраивать обе стороны, договор всегда будет лучше работать и всегда уровень взаимопонимания будет выше, потому что если каждый преследует какие-то свои интересы и не прислушивается к мнению противоположной стороны, то такие конструкции не могут существовать продолжительное время. А если все согласны с тем, что все положения, они отвечают интересам и одной, и другой стороны, тогда это сотрудничество, и тогда это взаимодействие, оно становится взаимовыгодным, оно становится интересным для всех сторон, и оно действительно тогда
становится долгосрочным, нормальным и эффективным. Прапаную зараз вярнуцца да выбарчай кампаніі. Ось бачу вялікую колькасць пытанняў, сэнс якіх у тым, ці плануеце вы аб'ядноўвацца з іншымі штабамі, з іншымі кандыдатамі. Нам нават пішуць ужо такія паведамленні, што нібыта адбывалася нават сустрэча прадстаўнікоў 4 ініцыятыўных груп, у тым ліку і вашай, дзе абмяркоўваліся пытанні пра магчымае супрацоўніцтва. Вось ці гэта насамрэч было, і ці вы ўжо, магчыма, самі сустракаліся за апошнія дні? Нет, ну пока вы знаете, что все идут самостоятельно в компании, потому как вопрос объединения, он на самом деле может встать только тогда, когда станет понятно, кто не будет зарегистрирован в качестве кандидата президента. Тогда, в принципе, это нормальная демократическая процедура, которую мы видим и в Европе, и в США, и вообще во всем мире, когда люди, которые понимают, что по тем или иным причинам они не могут дальше продолжать кампанию. Возможно, на Западе понятно, что это исходя из, может быть, недостаточной электоральной поддержки. Люди отдают голоса другому кандидату. Вот только что в Соединенных Штатах Америки был демократический процесс выбора кандидата от демократической партии. У них в ноябре будут выборы президента. И мы видим о том, как 7 кандидатов начинали эту кампанию и как постепенно один за другим они сходили и поддерживали кого-то из тех, кто оставался в этой кампании, пока, наконец, все не поддержали Байдена, который будет сейчас представлять демократическую партию на этих выборах. То есть у нас это то же самое. То есть если мы будем понимать о том, что по тем или иным причинам мы не можем дальше двигаться в процессе, в президентской кампании, то вполне естественно, что станет вопрос в отношении того, кого поддержать на следующем этапе. Працягваючы тэму, ўжо ад сябе такое пытанне задам. Працэс рэгістрацыі некаторых ініцыятыўных груп, некаторых кандыдатаў ўжо выклікаў такі скандал невялікі. Гавару пра колькасць сабраных нібыта подпісаў. Што вы думаеце пра гэту сітуацыю, калі фактычна Ганне Канапацкай прыпісваюць большую колькасць подпісаў, чым па яе словах яна ж здавала сама? Якое ваше стаўленне да гэтага? Мое отношение, конечно, что это вообще вопиющие факты, потому что мы все белорусы, у нас мы не отличаемся друг от друга ни какими-то там, я имею в виду, на общем уровне, ни интеллектуальными возможностями, ни там аккуратностью, то есть все мы люди одинаковые более-менее. И очень странно, если все эти одинаковые люди, собирая в одинаковых условиях подписи, что у кого-то, значит, где ко всем подходили с паспортами, там, кстати, пикеты других кандидатов, то есть я видел активно представлены пикеты были Бабарыка, Тихановской и Цепкала, и я не видел немного пикетов Андрея Дмитриева, но много не видел пикетов Конопадской, вообще не видел ни одного, может быть, они где-то и были, но я не видел. Но в любом случае процесс примерно одинаковый, и просто, это ж вообще, конечно, ни в какие ворота не лезет, когда у меня и у Бабарыки половину оказалось подписей не соответствующих требованиям избирательной кампании, а у других на 40 тысяч появилось больше. То есть совершенно понятно, что это было политическое решение, если это уже решение, и это политическое решение мотивировано было тем, чтобы максимально ослабить или выбить из президентской кампании наиболее рейтинговых кандидатов. То есть власть не хочет, боится, может быть. Скорее всего, конечно, боится просто открытой нормальной дискуссии в отношении будущего развития Беларуси. Хочет ограничить возможность для других кандидатов довести до общественного мнения наше видение развития страны. И естественно, что таким образом играет в такой своеобразный хоккей, где кому-то одному можно цеплять за конек, бить по ногам, бить по рукам, тыкать клюшкой, толкать в спину, значит, и сажать соперника на
скамейку штрафников, а другой должен играть по абсолютно честным правилам, при этом тебе абсолютно не гарантировано того, что тебя все равно судья не посадит на скамейку штрафников. То есть если бы это было в спорте, то это было бы, конечно, не спорт, это было что-то совершенно другое. И в политике то же самое. Мы все-таки должны понимать о том, что политика, ну, хотя бы, да, могут быть хитрости, могут быть всякие тактические или стратегические тактические приемы для достижения стратегических задач. Вот, тоже в спорте они есть, естественно, безусловно, но, по крайней мере, это должна быть чистая игра. Здесь не создается впечатление, что власть играет чистую игру, и вот эти вот случаи, когда одни и те же люди собирали на одних и тех же условиях, одну и ту же формы сбора использовали, но у кого-то половина оказалась неправильно заполнена, а у кого-то увеличилась на 40 тысяч. Ну, я не знаю, как это вообще можно комментировать, и мне кажется, что для всех здесь все достаточно очевидно. Спадар Валер, а я вот все ж таки вернуся до пытання пра аб'яднанне, тому што вы ўжо цудоўна апісалі ўсе тыя пытанні, якія ўзнікаюць да лічбах, якія абвясціў ЦВК да кожнага з прэтэндэнтаў. Але пры гэтым кожны з прэтэндэнтаў ізноў жа паасобку гэта аспрэчвае. Чаму на дадзеным этапе не аб'яднацца, ці ўзнікала такая ідэя і не запатрабаваць, напрыклад, разам праверкі дзеянняў ЦВК вот у дачыненні гэтага рашэння з агучваннем колькасці сапраўдных подпісаў? Но на самом деле мы просто пока еще оспаривать ничего не можем. То есть мы пишем в местные избирательные комиссии, так называемые в территориальные избирательные комиссии, письма. Вот, насколько я понимаю, это процедура, которая пока еще не прописана в законодательстве. То есть нам пока говорят, что это некие предварительные данные, предварительные цифры, которые кто-то отправляет в Минскую избирательную или в областные избирательные комиссии. Кто-то говорит, что эти подписи находятся в территориальных избирательных комиссиях. Я не очень понимаю, что здесь в данном случае объединять, какие усилия можно объединять. То есть каждому индивидуально, ну, мы написали о протестовании, мы, вернее, просьбу показать нам, где мы не правы. Но покажут это нам. Но если, допустим, Бабарико напишет то же самое, да, ну, покажут ему или не покажут точно так же, как это не показывают нам. Взять это одно и совместное письмо написать, да, ну, это как-то будет выглядеть немножко странным. То есть здесь непонятно пока, как объединять усилия с тем, чтобы требовать, чтобы нам предоставили акты выбраковки, потому что каждая подпись, которая не засчитана, она должна оформляться соответствующим актом. Естественно, что когда дело дойдет до суда, мы будем просить, чтобы наши подписные листы, которые были отбракованы, чтобы их предоставили в суд с актами. Мы будем обзванивать тогда людей, то есть если это люди действительно не подписывались, вот, будем уточнять. То есть наша же здесь задача в том, что мы считаем, что оскорбили прежде всего наших людей, оскорбили прежде всего тех, кто действительно стоял в очередях и кто отдавал подписи за кандидатов. То есть им фактически плюнули в лицо, им сказали, что с вашими голосами мы не считаемся. И нашей задачей заключается в том, чтобы защитить справедливость и защитить тех людей, которые отдали подписи в поддержку нашего выдвижения. І от давайте застанемся на гэтай кропцы, таму што вельмі частае і простае пытанне людзей, як мне абараніць свой подпіс. Вот я подписывалася за Цапкалу, я подписывалася за Бабарыку, цяпер атрымліваецца, што мае подпісы не ўлічылі. І вот з таго, што вы апісваеце, выглядае, што вы нічога не можаце прапанаваць апроч аспрэчвання ў судзе, але людзі ўжо хадзілі ў суды і ім там ужо адмаўлялі. Вы таксама кажаце пра магчымыя міжнародныя санкцыі, скаргі ў Еўрапейскі суд па правах чалавека і ОАН, але Беларусь не ўваходзіць у Раду Еўропы і ігнаруе рашэнне ОАН. І з санкцыямі беларускія чыноўнікі проста дзесяцігоддзі знаёмыя, яны ніяк не змянілі паводзіны у дачыненні прынамсі да палітычных апанентаў і да правядзення выбараў. Вот навошта анансаваць тады дзеянні, якія большасць людзей перакананы, што вынікаў не прынясуць? Ці вот гэта не прыкмета такога самага папулізму, да якога людзі звыклыя ўжо? Но тем не менее, это у нас единственный конституционный способ, каким образом можно защитить голоса наших избирателей, голоса тех, кто подписывался за нас. Мы сейчас на нашем сайте
запустили тоже инициативу, чтобы люди заходили и подписывались за нас в онлайне, то есть для того, чтобы мы могли повторно верифицировать этих людей, а может быть и другие пусть записываются, тех, кто хотел бы видеть меня в списке, в листе для тайного голосования в качестве кандидата в президенты. Мы сделали уже соответствующее объявление через наши социальные сети, и мы надеемся, что это будет повторно как бы со стороны наших граждан заявление о том, что мы подписываемся за данного человека, мы хотим, чтобы он принимал участие в президентской кампании. Ну, а что касается того, что санкции не работают, ну, наверное, не работают. Может, они не работают против государства, но мы будем в данном случае подавать против всех членов местных избирательных комиссий, потому что есть так называемые ВИПи там с дипломатическими паспортами, да, которые составляют Центр избирком. На них, наверное, эти санкции распространяться не будут. То есть, скорее всего, там принимается политическое решение с диппаспортом в отношении того, куда ехать, куда не ехать. Но что касается людей, которые находятся на низовом уровне, которые участвуют в фальсификациях, то я думаю, что очень просто, может быть, Евросоюз поставит их в списки, если, конечно, это будет не обязательным решением для наших органов государственной власти. То есть мы здесь ничего не сможем отстоять. Но мы можем показать конкретно людей, которые имеют фамилию, имя, отчество, которые имеют год рождения, которые принимали участие в фальсификации выборов. Ну и максимально, конечно, что может им грозить, это, естественно, просто им не будут выдавать визы в страны Евросоюза, в США. Вот. Вряд ли, конечно, больше какие-то инструменты давления могут быть на них оказаны. Ну, по крайней мере, при нынешней власти. Конечно, когда пройдет время, и все-таки надо понимать о том, что Лукашенко не навсегда, то есть он тоже смертный, как и все мы, и придет время, когда, в принципе, эти имена всплывут, и все-таки это является уголовно наказуемым деянием, фальсификация выборов, да, то есть, ну, это уже пусть занимаются этим вопросом те, кто будет после нас. Дякую, спадар Валер. Дамо магчымасць Алесю выбраць пытанні, якія яму падаюцца найбольш важнымі. Так, пытанне зноў ад гледача нашага стрима. Ну, я думаю, што шмат каго гэта цікавіць, і ваша меркаванне на гэты конт таксама. Уявім, што 9 жніўня ЦВК абвесціць пераможцам выбараў Александра Григорьевича Лукашэнку, ён застаецца пры ўладзе. На вашу думку, што чакае Беларусь у бліжэйшы час, тады ў паўгода, год, што будзе з эканомікай, магчыма, ваш прогноз? Ну, я думаю, что будет ситуация близкая к катастрофе, потому что нереформируемая промышленность, мы уже видим о том, что она не конкурентоспособна. То есть за 10 лет произошло фактически падение ВВП, в то время как остальной мир развивался. И несмотря на то, что мы датировали серьезно со стороны Российской Федерации, то есть 60 миллиардов в 2009 году, ВВП Беларуси в 2019 составлял 58, в этом, я думаю, будет еще меньше. Падение зарплат будет тоже, если 10 лет назад было $500, сейчас где-то 450, наверное, в лучшем случае, по итогам этого года. Ну, понятно, не реформируя промышленность, я на примере Шкоды уже показал о том, что есть МАЗ, есть Шкода, есть даже КАМАЗ, которые, так сказать, обгоняют наши уже машиностроительные предприятия. И, наверное, эта ситуация будет еще более ухудшаться. Сельское хозяйство, ну, мы видим тоже о том, что польские овощи, фрукты, ягоды мороженые, китайский чеснок там и редька там и прочие вещи уже заполонили белорусский рынок. И на самом деле мы не можем конкурировать даже в традиционных секторах нашего сельского хозяйства, то есть то, что у нас растет, то, что мы можем выращивать. Мясо уже качественное начинает заполнять наши магазины, там, да, ну, дешевое еще пока белорусское, там, да, но если говорить о качественном мясе, смотрите, как существенным образом Россия продвинулась там, да, у них сейчас фермы на Кубани, которые выращивают там говядину, свинину, это просто уже фермы, которые, ну, на самом деле близки к западноевропейскому уровню, а может быть по каким-то параметрам и превосходят их.
их молочная продукция, потому как, опять же, так сказать, там все-таки сельское хозяйство основано стало больше на частной инициативе, на развитии фермерского хозяйства, становится лучше, чем наше. Поэтому я думаю, что будет очень-очень плохо. Я предвижу большой исход населения Беларуси, то есть молодежь будет покидать, потому как она уже покидает. Я встречался когда с большим количеством пенсионеров, вот был в Кареличах, это Гродненской области, очень много подходило пожилых женщин, и они говорят, что работы в средних населенных пунктах в Беларуси вообще нет, то есть дети уезжают из восточных регионов, не дети, их дети в смысле, это молодые люди и девушки уезжают целыми семьями. У нас сколько выехало? 750 тысяч за последние 20 лет. Но последние, особенно 10 лет, это вообще превратилось в очень устойчивую тенденцию. Я думаю, что еще усугубит ситуация, кризис с коронавирусом. Я думаю, он еще более усугубит ситуацию. Поэтому я не вижу никаких перспектив для Беларуси при нереформируемой промышленности, при нереформируемом сельском хозяйстве, при нереформируемой системе образования и здравоохранения, при нереформируемой системе государственного управления, потому как нигде уже нету вот этих примитивных вертикалей управления, так называемой. Везде больше отдается на места, развиваются горизонтальные связи, мотивации чиновников. То есть много вещей, которые надо делать для того, чтобы чиновник не противостоял гражданину, а тем, чтобы он был вместе с гражданином, вместе с бизнесом, двигался вперед, прорывался на рынке, создавал условия для развития бизнеса. А у нас он по-прежнему еще является криминальным. То есть у нас криминализирован он давно, но фактически каждый человек, который занимается экономической деятельностью, он у нас является потенциально преступником. То есть это, конечно, такое тоже не содействует развитию предпринимательства, не содействует бизнесу, не содействует экономике. Мое видение очень пессимистическое, и оно основано не просто на каких-то моих рассуждениях, оно основано на фактах, оно основано на статистике экономического сползания Беларуси последние 10 лет, где страна фактически уже не в рецессии находится, а уже в депрессии. То есть рецессия – это когда ты просто не растешь, а мы падаем, и падаем достаточно заметно. А што вы асабіста будзеце рабіць у такім выпадку? Вы застанецеся ў Беларусі, працягваць займацца палітыкай альбо з'едзеце працаваць за мяжу, кансультаваць урады, прыватныя кампаніі? Вы маеце нейкі план? Ну, да, естественно, конечно, я хотел бы заниматься политикой, все-таки я пошел в политическую кампанию, я хотел бы видеть Беларусь совершенно другой, это мое абсолютно глубокое убеждение. Вот. Политика, естественно, в наших белорусских условиях, она достаточно своеобразная, то есть у нас политическая культура никогда не приветствовалась. Более того, любые формы самоорганизации граждан подавлялись властью, чтобы не формировалось гражданское общество. Политические партии не являются у нас инструментом формирования политической власти. Они не могут даже в парламенте нормально присутствовать, как в той же России, скажем, где политические партии имеют или 50, или даже 75%, точно не знаю, голосов, то есть парламент формируется по партийным спискам. У нас этого умышленно не делалось для того, чтобы не формировались институты гражданского общества. Вот. Я являюсь консультантом, я консультирую правительство разное, там я консультировал ПРООН. Это является для меня форма зарабатывания денег на сегодняшний момент, консалтинг. Благо, парк высоких технологий – это является такая серьезная success story для многих стран и постсоветского пространства, и даже я правительство Саудовской Аравии одно время консультировал еще в 2017 году. И поэтому здесь, естественно, надо отдавать себе отчет, что заниматься политической деятельностью на профессиональной основе у нас сложно, просто исходя из того, что тебе невозможно получить нормальным цивилизованным образом финансирование, о чем вы прекрасно знаете. Поэтому, наверное, каким-то образом придется совмещать, потому как деньги зарабатывать мы все-таки все должны. Необходимо кормить семью, кормить детей. И это, в общем-то, обязанность каждого, наверное, члена семьи, каждого мужчины, по крайней мере.
А вы не думаете, што рашэнне застацца ў Беларусі і працягнуць палітычную дзейнасць будзе для вас асабіста вельмі небяспечным? Ну, вероятно. Ну, давайте мы пока так будем двигаться в этом процессе. Мы все-таки очень надеемся, что белорусский народ захочет увидеть в своей стране другую власть, другого президента, захочет развития, захочет свободы, захочет то, чтобы мы становились нормальной страной с нормальными европейскими демократическими традициями, открытым себе, открытым миру, где люди могут свободно выражать свое мнение, собираться, обсуждать, создавать политические партии, вести дискуссии на телевидении. То есть это тот идеал Беларуси, который я вижу. Всегда монотонность, всегда ориентация на какую-то одну позицию одного человека, она никогда ни одну страну не приводила к хорошим результатам. Естественно, что Беларусь не является исключением, и мы думаем о том, что мы живем в какой-то уникальной стране, имеем какой-то уникальный исторический опыт. Да нет, в Африке есть там этот президент Сосу, президент Деби, в Латинской Америке похожие на Лукашенко были там Стресснер, Самоса, то есть такие же как бы по типажу и такие же по политическим как бы подходам, и страны там постоянно находились в бедности, то есть самая большая проблема, конечно, разрывать вот этот вот круг бедности, потому вот мы говорим, что у нас в Беларуси там устойчивость системы политической. На самом деле она неустойчива. На самом деле она как раз очень и очень неустойчива. Устойчивая система тогда, когда идет регулярная смена власти и при этом не меняется курс, там политический или внешнеполитический курс, он не меняется на 180 градусов. Это как раз очень и очень плохо, когда власть поменялась, да, и тут же там и внешнеполитический курс развернулся, и другое, и прочее, прочее, да. То есть гораздо лучше, вот мы видим по примеру там Польши, Литвы, то есть там Латвии, да, меняется власть, приходит другой президент, приходят там другие премьер-министры, а в принципе остаются традиции, те, которые были заложены предшественниками еще до них. Вот это вот нормальная устойчивая система. Она устойчива и в политическом, и в экономическом смысле. А когда у нас система завязана на одного человека, то она очень и очень неустойчива. Спадар Валер, папулярная вельмі тэма цяпер Канстытуцыі. Людзі часта задаюць пра гэта пытанне. Што вы думаеце, наколькі рэалістычная ідэя вяртання да Канстытуцыі 94 года, якую анансаваў Віктор Бабарыка? І таксама вот наша аўдыторыя пытаецца, што вы думаеце, якая мова мусіць быць дзяржаўная ў Беларусі? Гэта ж таксама мусіць быць у Канстытуцыі прапісана. Адкажыце, калі ласка. Ну, Конституция у нас должна быть вообще другая, да, то есть не та, которая сегодня. 94 года, конечно, Конституция лучше в любом случае, чем те изменения, которые были приняты на референдуме. Возвращение Конституции 94 года через референдум, может быть, оно и не обязательно. Если придет новый президент, если останется Лукашенко, то понятно, что он этот референдум, скорее всего, сделает так, чтобы вопросы были внесены другие, либо на каком-то этапе он зарубит, и поэтому вряд ли стоит ожидать, что при сохранении нынешнего руководства есть хоть какие-то шансы вернуть Конституцию 94 года. Ежели, так сказать, значит, власть будет другая, то для этого не нужен референдум, для этого можно, в принципе, через парламент, может быть, путем обсуждения, а может быть, вообще раньше было, по-моему, если я не ошибаюсь, Конституционным судом было принято решение о признать референдум неконституционным, то есть, а только рекомендательным. Может быть, вернуться к решению Конституционного суда и просто вернуть тогда Конституцию 94 года. Мне единственное, что там как бы не очень нравится, то, что там существует мажоритарный принцип формирования парламента, то есть по мажоритарным округам. Я считаю, что должен быть смешанный принцип формирования парламента, то есть как минимум половина должна представлять все-таки политические партии, потому как в этом смысле в парламенте будет представлен весь спектр мнений от самых правых, там Белорусский народный фронт, до самых левых, там БРСМ и там
не знаю, Беларусь и прочее, да, то есть вот они смогут все партии представлять, значит, весь спектр общественного мнения в Республике Беларусь, и премьер-министр может назначаться не просто, кого захотел президент, а он может назначаться только из числа лидеров, победившей на парламентских выборах политической партии. Либо одной партии, либо коалиции партий, если они договорятся. То есть это, по-моему, так называемая пятая французская республика. Такая существует сегодня форма, смешанная форма правления во Франции. Мне кажется, что это является одной из самых наиболее демократичных форм, и она все-таки более устойчива, чем парламентская форма правления. Мне кажется, что все-таки мы еще не до конца доросли до парламентской формы правления, потому что может получиться, как там в Италии, условно говоря, где правительство будут существовать там в лучшем случае год-полтора, но в Италии все-таки существует огромный класс, средний класс, огромный класс собственников, который является таким цементирующим фактором для общества. И смена правительства, оно никак не влияет на общую ситуацию в стране. У нас все-таки, наверное, от президента и правительства очень много будет зависеть еще какой-то продолжительный период времени. А с мовой что? Что тычется белорусской мовы, я считаю, что здесь у нас должно быть, как у нас и есть, у нас должно быть два государственных языка, и государство, естественно, должно всячески поддерживать белорусский язык, белорусскую мову. Больше передач должно вестись, я считаю, что как минимум половина должна вестись на белорусском языке, дискуссии политические. Вот мне в этом плане достаточно симпатично сегодня, как все происходит на Украине. Я вот смотрю там политические дебаты, когда идет фактически на каждых дебатах идет смешанные языки, говорят на украинском, отвечают на русском, на украинском, на русском. И вот это вот как бы вовлечение, что обязательно должно быть хотя бы половину экспертов, которые говорят по-украински, половину экспертов, которые говорят по-русски. Мне кажется, что это будет очень хорошо и воспитывать у нас действительно двуязычие, и будет приучать наших людей. И они, в принципе, будут просто даже выучаться белорусской мове на основании вот этих вот дискуссий, обсуждений, которые будут иметь место на двух языках. Вот мне в этом плане то, что происходит в политическом поле на Украине, мне кажется, оно достаточно интересным с точки зрения изучения и применения для Беларуси. Господар Валер, я вот вырву 2 хвіліны, просто подзяліцца з вами сваім здзіўленнем ад камунікацыі, ад таго, што я чую ад іншых прэтэндэнтаў, кандыдаты, напэўна, ад усіх, хіба, можа быць, ад Андрэя Дмітрыева. Вот скажыце, калі ласка, вот што за праблема пачаць гаварыць па-беларуску? Адказваць, прынамсі, на пытанні, які вам задаюць па-беларуску. Вы ж, я так ведаю, выдатна ведаеце ангельскую мову, напэўна, ведаеце яшчэ нейкія замежныя мовы. Ну, беларуская, вы ж з горадні, там па-беларуску гаварылі заўжды. Ну, чаму не адказваць па-беларуску? Няўжо гэта так цяжка? Няўжо, я не знаю, у вас же яўна у вашым асяроддзі таксама ёсць людзі, якія размаўляюць па-беларуску. Можна просто папрасіць, каб з вамі гадзіну ў дзень гаварылі па-беларуску. Праз тыдзень вы б ужо былі найлепшым беларускамоўным прэтэндэнтам у кандыдаты. Да, вы правы, я выучу белорусскую мову обовязково. Я вам скажу, если хотите, абсолютно честно, абсолютно искренне, я вам расскажу, почему я предпочитаю говорить по-русски. Хотя, действительно, у меня по белорусской литературе было 5, я очень люблю белорусскую поэзию, я помню многие стихи, верши Максима Богдановича, очень он мне нравился. И проблема в другом. Проблема в том, что я действительно, в связи с тем, что я сам с Гродно, я способный к языкам, я говорю и по-английски, и по-фински, но в Гродно где-то в начале, примерно в конце 70-х, там пошла в Польше оттепель. И огромное количество там американских фильмов, мультфильмов и прочее, я стал активно изучать польский язык. Вот. Я сам не поляк, но я, значит, стал изучать, потому что возможность смотреть мультики, ну, когда ребенком был, а потом и художественные фильмы американские, потом я стал смотреть польские новости,
То есть у меня на самом деле начал польский язык доминировать над моим белорусским, потому что он для меня был источником абсолютно новой информации. И проблема у меня в школе, когда я выучал белорусскую мову, у меня была в том, что у меня постоянные были полонизмы. Я сейчас очень сильно боюсь, потому что я не знаю, как правильно сказать. Если я начну говорить по-белорусски, у меня будет возникать проблема, или я скажу на русском, или я скажу на польском. То есть у меня обязательно или русизмы, или полонизмы будут присутствовать. Но если бы от русизмов можно проще избавиться, то от полонизмов может быть немножко сложнее. Но я специально, конечно, выделю определенные усилия. То есть если бы у нас действительно была политическая культура такая, о которой я мечтаю, если бы у нас было возможности действительно вести дискуссии, смешанные на наших основных каналах, на ОНТ, на БТ, действительно откровенные дискуссии о будущем Беларуси, о путях развития, где в обязательном плане должны были бы инкорпорированы быть белорусско-мовные собеседники, то естественно, что мы бы все без исключения очень быстро поднялись бы в белорусском языке, мы бы все бы его с гораздо большим удовольствием изучали, потому как он бы давал возможность не только газеты «Звезда» там публиковаться, да, но и гораздо больший спектр присутствия белорусских в традиционных наших средствах массовой информации. И это должны быть именно политические дискуссии, понимаете, это не должна быть как бы работа в одном направлении, да, потому что у нас сегодня, что такое наше телевидение? Это просто игра в одни ворота, да, то есть это просто некая одна позиция, которая, как говорится, колеблется вместе с линией, да, с какой-то, которую там обозначает Лукашенко, но это все, что представляет собой наше телевидение, это просто некая ретрансляция того, что он сказал. И здесь в данном случае мы не очень далеко ушли от средневековой схоластики, когда ты 5% влево, 5% вправо – это максимум, что ты можешь себе позволить, я имею в виду журналистам, которые работают на белорусском телевидении. Вот, это максимум, что они могут позволить в плане свободы дискуссий. Ну, у нас ёсць інтэрнэт, які дае безмежныя магчымасці для фармавання гэтай палітычнай культуры, а вы на такой пазіцыі можаце распачаць яе фармаваць, рабіць гэта па-беларуску. Мы будзем ўжо сканчваць наша інтэрв'ю, таму што час выходзіць. Вельмі шмат пытанняў нам задавалі. Мы абяцаем і хочам папрасіць вас. Мы збярэм самыя частыя, самыя сэнсоўныя пытанні і папросім вас адказаць на іх, і менавіта ад нашых гледачоў. І папросім на іх адказаць, таму што часу не было так шмат. Яшчэ некалькі кароткіх важных пытанняў задаць Алесь. Так, якраз пытанне ад гледачоў, літаральна два. Першае папулярнае пытанне: каго вы лічыце нацыянальным героем? Хто для вас нацыянальны герой? Магчыма, ёсць такі. Ну, я, наверное, все-таки считал бы Франциско Скорина национальный герой подлинный, потому как он явился один из пионеров вообще не только возрождения, белорусского возрождения, он явился пионером европейского возрождения. Это, ну, действительно уникальный человек, это действительно уникальная личность, которым я восхищаюсь, о котором я писал, и роль которого в эпохе Возрождения и вообще в формировании современного русского языка, она, безусловно, является абсолютно выдающейся. Ну, і другое кароткае пытанне, таксама, напэўна, самае папулярнае пытанне ў беларускіх каментатараў, жыхароў сацыяльных сетак. І гэтае пытанне, якое вельмі не любяць беларускія палітыкі. Спадар Валер, чый Крым? Ну, меня спрашивали этот вопрос, я на него отвечал уже, что если бы на 0,01 долю процента от нашего мнения, от моего или от мнения вообще Беларуси, каким-то образом могла бы решиться судьба Крыма, то естественно, что мы это мнение бы высказали и сформировали. А так я считаю, что это просто реально боль наша, это ситуация, в которую попала Россия, ситуация, в которую попала Украина. Вот, она является очень сложной ситуацией, и я не считаю правильным каким-то образом высказываться или в ту, или в другую сторону. Я уже объяснил, почему.
И это одна причина. Вторая причина заключается в том, что если мы когда-то хотим быть площадкой, переговорной площадкой, где будет решаться вопрос между Украиной и Россией, это прежде всего вопрос между Украиной и Россией, то Беларусь, если займет какую-то определенную позицию в этом вопросе, то значит она потеряет шансы быть переговорной площадкой для того, чтобы когда-нибудь этот вопрос мог бы быть отрегулирован к взаимному интересу двух государств, двух братских государств для нас, потому что для нас и Россия, и Украина одинаково близки, одинаково важны, и я поэтому не считаю себя вправе каким-то образом вмешиваться в их внутренние проблемы, внутригосударственные проблемы. Дякую вялікі, спадар Валер. Вы нам абяцаеце, што адкажаце на пытанне нашых гледачоў. Да, І апошняе пытанне ад нас. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, дзень прэзідэнцкіх выбараў, напэўна, заўжды, нават у 2015 годзе, выводзіў людзей незгодных з вынікамі на плошчу. Скажыце, калі ласка, ці вы бачыце магчымасць развіцця падзеяў у такім ключы выхадам людзей на плошчу 9 жніўня, ці вы далучыцеся да гэтых людзей, ці, можа быць, у вас вы бачыце нейкія іншыя перспектывы, іншы сцэнар развязания этой ситуации? Нет, ну сейчас начинается предвыборная кампания, там со мной, без меня, не знаю. Вот, но в любом случае возможность людей выходить на площади, возможность людей каким-то образом собираться, высказываться, выражать свое мнение, она закреплена Конституцией Республики Беларусь. И мне кажется, что эту возможность власть обязана им предоставлять. Поэтому давайте мы пока будем смотреть, как развивается сама по себе политическая кампания, и будем находиться в тех рамках, которые, в общем-то, дает белорусскому народу Конституция, избирательное законодательство. В том числе и возможность, естественно, проводить собрания, собираться на площади и в других разрешенных местах. Дякую вялікі, Валер Цапкала, ўсё яшчэ прэтэндэнт у кандыдаты ў прэзідэнты. Цяпер спадар Валер змагаецца за тое, каб трапіць у бюлетэнь і каб 9 жніўня за ягонае прозвішча, за ягоную пазіцыю, за ягоную будучым агучаную праграму можна будзе галасаваць. Мы таксама анансуем будучыя жывыя эфіры, інтэрв'ю з іншымі прэтэндэнтамі. Задавайце, калі ласка, свае пытанні. Цяпер вы паглядзелі нас ва ўсіх сацыяльных сетках. Калі яшчэ не падпісаны, падпішыцеся, калі ласка. І чакаем адказы на пытанні нашых гледачоў, якія дасць спадар Валер Цапкала. Усяго найлепшага. Дякую, да побачення.